полицейских республики есть традиция перед каждым большим праздником проводить военизированную эстафету. Команды из различных подразделений органов внутренних дел соревнуются в различных этапах. Сборка и разборка оружия, зашагивание на тумбу, метание муляжа гранаты и, конечно же, стрельба из боевого пистолета. А в качестве эстафетной палочки тут выступает бронежилет, не надев который нельзя приступить к выполнению задачи на своем этапе. Инспектор отдельного батальона ДПС Игорь Находкин уже во второй раз участвует в эстафете. В своей команде он отвечает за снаряжение магазина и сборку и разборку автомата Калашникова. На тренировках Игорь справлялся с задачей за 30 секунд. На эстафете надеется улучшить этот результат. Участвую в данных соревнованиях уже второй раз. Соревнования мне очень нравятся. Первый раз участвовал в ноябре. Мне кажется, что данная эстафета, по моему мнению, поддерживает и физическую подготовку, и сплоченность коллектива. Потому что данные мероприятия хотелось бы, чтобы они проводились еще чаще. Потому что очень нравится участие, новые знакомства. А вот для Дианы Тимофеевой эти соревнования первые, но команда в нее верит и доверили ей задание по метанию муляжа гранаты. Я отвечаю за этап подрыв танка. Меня поставили, потому что доверили, наверное. Да, у меня первые соревнования, такого опыта у меня еще не было. И, на данный момент мне все устраивает и все хорошо. Я прям очень рада, что мне доверили такой этап. И буду в следующий раз тоже, наверное, инициативу проявлять свою. У меня очень хорошая команда, и все подразделения другие тоже очень настроены по-боевому, так сказать. Победители эстафеты получили грамоты и памятные подарки. Но самое главное, что они получили заряд хорошего настроения и чувство локтя от работы в команде. А это очень важно в нелегкой службе на страже правопорядка. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск.